Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором представил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Какие, вы узнаете прямо сейчас. В сфере здравоохранения 33 миллиарда рублей получат регионы на развертывание оснащенных коек в больницах и 13 миллиардов на закупку специализированной техники. 10 миллиардов из федерального бюджета будут направлены на дополнительные выплаты врачам, медсестрам и медперсоналу. Таким образом, ежемесячные выплаты им будут насчитываться в размере 80, 50 и 25 тысяч соответственно. Также для медиков вводятся повышенные страховые гарантии по аналогии с личным составом Вооруженных сил России. Федеральные клиники и медцентры передадут свой коечный фонд в распоряжение регионов. В сфере экономики размер социальных взносов для малых и средних предприятий снижен вдвое – с 30 до 15%. Также отсрочку на 6 месяцев по уплате страховых взносов и налогов, кроме НДС, получат все пострадавшие малые и средние предприятия. Центробанк совместно с правительством Российской Федерации подготовит программу дополнительной поддержки бизнеса с мерами по сохранению занятости и доходов граждан. Помогать при этом будут в первую очередь тем, кто сохранил занятость сотрудников. В сфере социальной поддержки на месяц раньше начнутся выплаты семьям с детьми, где родители оказались временно безработными. Сумма выплат составит 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. При этом доход, полученный ранее по месту работы, учитываться не будет. Также ввели дополнительные выплаты семьям, имеющим право на федеральный материнский капитал. Сумма выплат составит 5000 рублей в месяц на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно. Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, в апреле, мае и июне выплатят пособие по безработице в минимальном размере оплаты труда. Это 12 130 рублей. Напомню, что все ведомства и государственные учреждения сейчас работают дистанционно. Нарушать режим самоизоляции запрещено. Необходимо отработать механизм автоматического продления паспортов, водительских прав и других документов, удостоверяющих личность. Условия каникул по потребительским и ипотечным кредитам для граждан будут расширены. Также президент обратился к регионам. Необходимо сформировать бригады специалистов для работы на новом оборудовании, не закрывать транспортное, грузовое и пассажирское сообщение между регионами, определить перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков, остальным разрешить работать с соблюдением необходимых санитарных требований и норм обеспечения безопасности, сформировать список системообразующих предприятий.